Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, алхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки дуа, иншаллах. И прежде чем приступить к новому уроку, новой теме, хотел бы немножко вернуться к теме прошлого урока, потому что там у некоторых братьев возникли некоторые вопросы, у некоторых шейхов, я имею в виду местных, некоторые разногласия. Когда мы с вами обозначили один из видов тавассуля, пути приближения к Аллаху, к Его милости, когда мусульманин может подойти к своему брату, который может быть лучше него, который может быть ближе него к Аллаху, чем он, и попросить его по-братски, по-дружески, чтобы он делал за него дуа, чтобы он обращался к Аллаху не только за себя, но и за своего брата. И этот момент приводят все ученые, и не только автор той книги, по которой мы с вами ведем эти уроки, шейх Абдуразак, и своих фатава ученые всегда приводят этот вид тавассуля, когда, субханаллах, мусульманин спокойно, не чувствуя в себе никакой вины, что это плохо, что это может быть привести к чему-то нежелательному, он может просто подойти к своим братьям, обратиться, позвонить кому-то и, иншаллах, попросить, чтобы он делал за него дуа. Есть один момент, когда ученые предупреждают, чтобы вот этот вид, он был, конечно же, в рамках ислама, и чтобы мы не привел к тому, чтобы мы не начали обожествлять кого-то, то есть чтобы не приступали границы, потому что, например, даже приводят такой пример, например, в какой-то стране там есть, машаллах, какой-то ученый, какой-то богобоязненный раб Аллаха, и, машаллах, все рассказывают, что у него дуа принимается где-нибудь там, может быть, в Индии, где-нибудь или в Эмиратах, или в Саудовской Аравии, да, или в Турции. И все мусульмане начинают ездить к нему, чтобы только попросить, чтобы он за них дуа делал. Конечно, мы говорим не про это. То есть все мы рабы, все мы грешные, но среди нас, грешных рабов, есть, альхамдулилля, лучшие, есть богобоязненные, поэтому нет никакой вины и нет никакой проблемы в том, что ты, когда подойдешь к своему брату, бисмилля, и скажешь: брат, вот, машаллах, хочу жениться, что-то пока не получается, я и сам делаю дуа, тут ты тоже делай за меня дуа, потому что, быть может, иншаллах, его дуа примется. Поэтому это надо использовать. И это все ученые, они приводят в своих книгах, в своих фатава, и поэтому здесь нет никакой проблемы. А то, что говорить это, что это нельзя, то есть, это не ко мне надо, это к этим ученым, уляма ахля сунна валь джамаа. И нужно приводить, тот, кто говорит, что этого нельзя делать, и что этого нет в сунне, пусть они приведут свои доказательства. Потому что и после смерти посланника, саллаллаху алейхи вассалям, если во время, когда еще посланник Аллаха был жив, люди приходили к нему и просили его, чтобы он умолял Аллаха за них. После смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы с вами привели достоверный риваят, где Умар ибн Хаттаб подошел к дяде пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аббасу, и Муавия ибн Аби Суфьян, будучи халифом, он обратился к кому? Язид ибн аль-Асвад. Ибн аль-Асвад, который был действительно признан, машаллах,
своим знанием, своей богобоязненностью, своими ночными молитвами, своим плачем перед Аллахом. И поэтому он обратился к нему. И тот, альхамдулилля, за весь народ, за всех людей попросил у Аллаха дождь, и люди кое-как дошли до своих домов. Поэтому это все есть. Даже есть еще другой хадис, который мы с вами не приводили, где посланник Аллаха, саллаллаху посоветовал людям, чтобы они нашли такого-то человека, который очень сильно почитал, уважал свою мать, и чтобы они попросили, чтобы он попросил за них прощения у Аллаха. Поэтому, субханаллах, это все есть. И не надо в каждой сунне, в каждом, машаллах, разрешенном для нас пути к приближению к Аллаху искать там пути ширка, пути там бид'a, когда есть на это доказательства. Поэтому не надо здесь переборщить. Братья, недавно тоже у нас разговор был. Мы, говорит, колодец делаем ради Аллаха. Колодец, чтобы люди не хлорированную воду пили, а просто ради Аллаха сделали, говорит, колодец. Кто-то вырыл, кто-то трубу подарил. Мы, говорит, такое, как у нас, небольшое здание сделали, чтобы там тепло было, система отопления, все. И позвали, говорит, братья, помогите, вот субботник сделали, людей не хватает. И один брат говорит, нет, говорит, я не буду участвовать в этом деле. Субханаллах. Почему? Потому что если это в будущем приведет к ширку, тогда я здесь не при делах. Субханаллах. Тогда и мечеть не надо строить. Тогда и мадраса не надо строить. Тогда, если кто-нибудь из нас, пока из нас никого из ученых нет, но если этот ученый будет, тогда и хоронить его не надо. Субханаллах. Не надо участвовать в этих похоронах. А может, через 100 лет там будут поклоняться этой могиле. Поэтому, субханаллах, нужно быть мудрее. И никогда не надо спешить опровергать что-либо. Потому что если в той книге, которую ты читал, может быть, это иджтихад шейха, например, говорит так, а может быть, другие 3, 4, 5 шейхов, ученых в своих книгах написали по-другому. Поэтому ученые тоже могут ошибиться, но поэтому никогда нельзя спешить, особенно если у тебя в этом мало знаний. Аль-аукат валь-амакин юстаджабу фиха дуа. Времена и места, валь-ахваль, также положения, когда Аллах принимает наши дуа, наши мольбы. Альхамдулилля, хвала Всевышнему Аллаху, Он призвал своих рабов, чтобы мы всегда и во всем взывали к Нему, обращались к Нему, и обещал нам, иншаллах, ответить на наши мольбы. И также Всевышний Аллах по своей милости к нам, Он определил для нас особенные для дуа, особенные для мольбы места, где наши дуа принимаются больше, чем в других местах. Положения, где наши дуа, они ближе к Аллаху, чем в других положениях. И есть также времена. В течение года, в течение недели, в течение дня есть времена, когда, иншаллах, Аллах Тааля принимает наши дуа. Всевышний установил вот эти определенные правила дуа, порядки. И чем больше человек будет придерживаться этих порядков, адабу дуа, да? И чем больше он будет помнить вот эти благословенные, где баракета больше, моменты, времена, места, положения, тем, иншаллах, у него будет больше шансов, что Аллах не оставит его мольбу, дуа без ответа. И вот какие же по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по книге Аллаха, в первую очередь, мы видим благословенные времена и положения для дуа. Несомненно, самое лучшее время для того, чтобы раб обратился к Аллаху,
самое ценное для дуа время – это время сухура. Это время сухура. Но многие из нас, когда мы говорим сухур, сахар, по-татарски говорим, да, мы вспоминаем месяц Рамадан, потому что очень часто у нас так уж мы слабы, что время сухура мы вспоминаем только во время Рамазана. И многие вспоминают это время не как время для чтения Корана, время для испрашивания помощи Аллаха, прощения, чтобы Аллах простил нам, истигфар делать, да? А для многих время сухура – это время завтрака. Так ведь? Потому что впереди часы голода, холода, поэтому нужно побыстрее подкрепиться. Но на самом деле время сухура – это время не только завтрака. Даже если ты сегодня не намерен поститься, для тебя это время есть, оно существует. И это время не только для завтрака. В это время, субханаллах, это третья часть ночи. И вот первые мусульмане, это самые лучшие из этой уммы, это сахабы, табигины, ученые, они действительно понимали ценность этого времени и старались использовать это время. Они больше и больше обращались во время сухура к Аллаху. Они просили у Аллаха прощения, и Всевышний Аллах сказал про них в сурат Аль-Имран, 17 аят: «Валь мустагфирина биль асхар». «Валь мустагфирина биль асхар». То есть, если сначала аята начать, они терпеливы, они правдивы, они смиренны, жертвуют на пути Аллаха, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. Биль асхар, то есть во время сухура, просят прощения. Это сурат Аль-Имран, 17 аят. В другом аяте, это сурат Ад-Дарият, 17, 18 аят, Аллах Тааля говорит: «Кану калилян миналлейли ма яхджагун». И они спали лишь малую часть ночи. Малую часть. «Вабиль асхари хум ястагфирун». А перед рассветом они молили Аллаха о прощении, чтобы Аллах простил им грехи. Сурат Ад-Дарият, 17-18 аят. Поэтому, альхамдулилля, на ценность этого времени указывают слова Всевышнего Аллаха. И также мы с вами в одном из уроков прошли хадис, но этот хадис мы все с вами знаем. Главное, чтобы мы его и ценили. Это достоверный хадис, который приводит нам, ученые говорят, около 28 сподвижников. То есть это хадис мутаватир, сборник имама Бухари и Муслима, где говорится, что когда наступает это время, то есть треть ночи, Всевышний обращается к своим рабам. Субханаллах. Не мы обращаемся к Аллаху, рабы, слабые, беззащитные, немощные, а могущественный. Всевышний Аллах обращается к своим беззащитным, слабым, немощным рабам и говорит: кто взывает ко мне? Кто взывает ко мне? Кто делает дуа? Я отвечу ему. Я бы ему ответил: кто просит у меня? Ман яс'алюни. Я бы дал ему. И кто молит у меня прощения? Ман ястагфируни. И я простил бы его, я прощу его. Бухари, Муслим. Субханаллах. Вот действительно, Аллах, мы знаем, Он не нуждается в нас. Он не нуждается в своих рабах. Ему не нужны наши мольбы. Он не нуждается в них. Мы говорим: куль, скажи, Аллаху ахад. Он Аллах один, Он един. Аллаху самад. Аллах тот, который не нуждается ни в ком. И Он тот, в котором нуждаются все. Все нуждаются в Аллахе. Но Аллах не нуждается ни в ком. Субханаллах. И вот Аллах, Он не нуждается в наших молитвах, мольбах, просьбах.
Ему не нужно, чтобы мы просили у Него прощения. Он не нуждается в этом. Но несмотря на это, Он милостивый. И Он по милости Своей в конце каждой ночи, то есть Он дал нам это время, благословенное время, одарил нас этим временем. И в это время благословенное Он обращается к Своим рабам и ждет от них молитв. Не потому, что эти молитвы нужны Ему или прибавляют Ему сил, богатства, нет, потому что Он милостивый. Он любит своих рабов. Он любит, когда рабы Его, грешные, просят Его прощения. Он любит это, но не нуждается в этом. А мы, которые даже моргнуть не можем, кроме как с помощью и соизволения Всевышнего Аллаха, мы нуждаемся в Аллахе всегда, в Его милости, в Его прощении, потому что если Аллах нас не простит, нас никто не сможет простить. Если Аллах нам не поможет, то никто нам не поможет. Если Аллах не откроет нам, тогда никто не сможет открыть. Мы не хотим или же не можем лишить, что? Свой нефс. Мы не можем лишить свой нефс сладкого сна, теплой и мягкой постели. Вот это наша проблема. То есть нам дорог наш сон, потому что, субханаллах, это действительно испытание Аллаха. Треть ночи – это когда твой сон самый сладкий, когда постель самая мягкая, так ведь? И, машаллах, вот когда наступает вот эта треть ночи, благословенное время, Аллах смотрит, может ли раб, лишив свой нефс, потому что нефс не хочет выстаивать молитвы, нефс не хочет поститься, не хочет оставлять греховные. Нефс хочет так, как ему хочется жить. Поэтому он ни за что не отвечает. Нефс. И вот как мы можем ли мы лишить нефс сладкого сна, вот этого комфорта и встать перед Аллахом и попросить у Него. И вот время сухура – это лучшее время для общения с Создателем, когда, субханаллах, раб может рассказать своему Создателю, хозяину небес и земли, о своих проблемах. У него же есть проблемы. Неужели у нас нет проблем в семье? Неужели у нас нет проблем воспитания наших детей, внуков? Неужели никаких проблем нет? Неужели у нас нет проблем, связанных с нашим здоровьем? Неужели у нас ничего не болит и никогда не болело? Неужели у нас нет проблем, связанных с нашей работой, с бизнесом, торговлей и с другими видами зарабатывания денег? Неужели у нас нет проблем? А вот как раз это то время, когда мы можем рассказать Аллаху об этом. Это как раз то время, когда мы можем признать свои грехи, свою слабость и попросить у Аллаха 1, 2, 3, 100 раз, 1000 раз прощения. Когда нам некуда спешить, потому что время еще есть, еще до работы много времени. Иногда дети спят в это время, так ведь? Семья спит. Когда наши сердца, альхамдулилля, особенно проницательны, души особенно спокойны. И поэтому Аллах именно в это время обращается к нам и говорит: нет ли взывающих ко мне, нет ли спрашивающих у меня, и нет ли молящих моего прощения. Поэтому эти слова я в первую очередь говорю себе, потому что я тоже люблю сладкий сон. Все мы любим. Поэтому вы не думайте, имам, наверное, там ночами не спит. А то как-то раз я рассказал этот хадис некоторым братьям, не помню, в каком-то районе. Один там подумал, что имам, оказывается, ночами не спит, все время намаз читает. Я говорю, все мы люди, поэтому всем нужен вагаз. Всем нужен вагаз, и все мы должны будить друг друга и призывать друг друга. Вот это первое. Это самое лучшее, самое наилучшее и самое ценное время для общения с Аллахом.
Это первое. Второе. Благословенное время Яум-аль-Джумга, в день пятницы. Как передает Абу Хурайра, радийаллаху анху, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вспоминая про пятницу, то есть когда он рассказывал своим сподвижникам про Яум-аль-Джумга, день Джумга, он сказал такие слова. И есть в этот день время, момент, если мусульманин в это время встанет на молитву, совершит ее, то есть молитву, и попросит Аллаха о чем-нибудь, Аллах не оставит его без ответа. Аллах не оставит его без ответа. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал эти слова, он показал руками, что это время, оно небольшое. То есть этого времени немного, его очень-очень мало. Он показал руками, что это мгновение, этот момент, его не так много. Этот хадис мы находим в сборниках имама Бухари и Муслима. И вот ученые нашей уммы, опираясь на все хадисы, которые приходят именно про это время в день пятницы, они разделились на 40 взглядов. То есть 40 вариантов. В какое же время это? Вот это маленькое, небольшой промежуток времени. Потому что пятница, день, он длинный, так ведь? И вот ученые выделяют из этих 40 выводов 2 вывода и говорят, что у этих двух вариантов самый сильный далиль, самое сильное доказательство. Первое. Это время, когда имам выходит на минбар и садится. Когда имам садится на минбар, и вот с этого времени до совершения намаза, пока имам встанет и не начнет совершать намаз. И этот хадис в сборнике имама Бухари, имам аль-Бухари, который передает нам Абу Муса аль-Аш'ари, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это время до совершения молитвы, когда садится имам. То есть имам сел, и вот пока не совершена молитва, это время, когда Аллах принимает, иншаллах, нашу дуа. Это первый вариант. Второй вариант – это последний час. Последний час Яум-аль-Джумга, пятницы, то есть после асра до магриба. Потому что когда садится солнце, день что? День уходит. Все, пятницы уже нету. Пятницы уже нет. Поэтому, когда мы совершаем салатуль аср, предвечерний намаз, икинди, аср, и вот начинается это время и продолжается до магриба. И этот хадис нам передает Абдулла ибн Салям, где посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это последний час пятницы. Это последний час Яум-аль-Джумга. И этот хадис мы находим в сборниках хадисов имам Ахмада ибн Маджа. И Хафид ибн Хаджар сказал, несомненно, вот эти две передачи хадисов от Абу Муса, это то есть первый вариант в сборнике имама Бухари, и Абдулла ибн Салям, это самые сильные доказательства, самые сильные варианты. Поэтому вот два момента, то есть первый это когда имам садится на минбар и до совершения намаза, и второй момент последний час, то есть после асра до магриба в конце пятницы, в конце Яум-аль-Джумга. Вот в это время, альхамдулилля, если мусульманин поймает это время и, иншаллах, будет обращаться к Аллаху, Аллах не оставит его мольбу без ответа. Третий момент – это шахру Рамадан, благословенный месяц Рамадан. То есть вот смотрите, как идут времена, да? Первое – это сухур.
Сухур приходит когда? Каждый день. Так ведь? То есть каждый день, машаллах, мы можем проявить усердие, поймать это время и воспользоваться им. Второй момент – это раз в неделю. То есть благословенный момент, и его не так много, на что указывает посланник, это в течение недели. Благословенный день пятницы. Дальше идет раз в год. То есть благословенный месяц Рамадан. И особенно мы знаем, уже когда идет на финиш, так ведь, это последние 10 ночей, и особенно Лейлатуль Кадр, ночь предопределения, про которую Всевышний Аллах сказал, хайрум мин альфи шахр, который лучше перед Аллахом, чем 1000 месяцев. Поэтому благословенный месяц Рамадан, последние 10 ночей и особенно ночь предопределения. Почему вот в эти времена Аллах, машаллах, принимает наши дуа, и они ценнее, чем другие времена? Потому что в этот месяц мусульмане совершают один из видов поклонения, который является, субханаллах, столпом ислама. Это саум, это пост. Мусульмане ради Всевышнего Аллаха на целый день оставляют еду, питье, который нафс желает. Нафс не хочет голодать, нафс хочет пить, нафс хочет кушать, есть. Но мусульмане оставляют это. За целый день они устают без еды. И вот только садится солнце, машаллах, они утоляют жажду, голод и чувствуют после этого усталость, но не расслабляются. Они ради Аллаха идут в мечеть, выстаивают ночные молитвы. И вот тогда сердца пробуждаются. Сердца рабов пробуждаются. Их, машаллах, иман, вера становится сильнее. И поэтому Аллах принимает наши дуа. Также еще одна причина в том, что щедрость Аллаха в этот месяц особенно велика. Потому что, посмотрите, только месяц Рамадан, машаллах, Аллах дал нам столько благ. Аллах ниспослал нам Коран. Аллах подарил нам нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как милость для миров. Аллах, машаллах, подарил нам один из величайших видов поклонения. Это дар. Некоторые думают, что ураза, пост, это опять мы целый месяц будем мучить себя. Да? Некоторые боятся, ждут Рамадана, вот только месяц остался. Они не радуются, а наоборот, у них печаль какая-то. Вот месяц будем мучиться, астагфируллах, это нездоровый иман. Аллах подарил нам месяц Рамадан. Аллах дал нам возможность оставить еду, питье ради Него и заработать аджр, много аджра. И поэтому Аллах щедр, и щедрость Аллаха в месяц Рамадан особенно велика. Поэтому, когда сохнут губы, когда во рту ничего нет, когда здесь пусто, альхамдулилля, Аллах любит своих рабов, потому что они оставили то, что их нафс желает, любит, только ради Аллаха. Не потому, что у них нечего кушать им, нет, ради Аллаха. И вот, когда я еще раз повторяю, когда здесь во рту сухо, когда ты не можешь говорить, потому что ты не ел целый день, машаллах, вот твои эти дуа, они очень ценны перед Аллахом. Поэтому в хадисе говорится, даже тот запах неприятный, может быть, для кого-то, который выходит изо рта постящегося, он лучше, чем запах миска перед Аллахом. Поэтому, субханаллах, Аллах принимает дуа. И Айша, радийаллаху анха, спросила, если мне доведется поймать или же добиться Лейлатуль Кадр, этого счастья, Лейлатуль Кадр, ночи предопределения, то что я должна говорить? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говори: Аллахумма иннака афуун
тухиббуль афва фа'фу анни. О Аллах, иннака афун. Ты тот, который прощает. Тухиббуль афва. Ты любишь прощать. Аллах любит прощать. Фа'фу анни. Поэтому прости меня. Этот хадис в сборниках имама Тирмизи и Ибн Маджа. Также помимо месяца Рамадан, потому что месяц Рамадан, он сам благословенный, а есть еще положение мусульманина, положение поста. Это отдельное, так скажем, это по отдельной статье. Потому что пост, он не только в месяц Рамадан. Каждый понедельник, четверг мы можем поститься. Яумуль Арафа, Яумуль Ашура. Так ведь? Ночи полнолуния. Поэтому положение поста у мусульманина, машаллах, тоже, иншаллах, дуа принимается. Поэтому, если он оставил все ради Аллаха, если, альхамдулилля, он совершает это дело ради только его довольства, Аллах доволен им, и он принимает его дуа, на что указывает и хадис, который передает нам Анас ибн Малик, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах не возвращает мольбу троих молящихся. Первое – это мольба родителей за своих детей, так ведь? Мольба отца за своего ребенка. Второе – это да'вату саим. Второе – это мольба постящегося. И третье – да'ватуль мусафира. Это мольба путника. Этот хадис сахих, достоверный в сборниках имама Аль-Байхаки. Вот этот хадис указывает на мольбу, на превосходство, ценность мольбы родителей за своих детей, постящегося и путника. Ну, что касается мольба родителей за детей и мольба путника, это, иншаллах, отдельно мы еще остановимся на этом. Поэтому первое – это благословенный Рамадан и время поста, иншаллах. Идем дальше. Время намаза. Время намаза. Ну, намаз – это самый лучший вид поклонения после шахадат ан ла иляха илляллах, так ведь? После слов таухида, после слов свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и намаз – это доказательство твоей веры, так ведь? И тот, кто разрушает намаз, он разрушает веру. И мы с вами посвятили тот прошлый год, уроки прошлого года намазу, так ведь? И поэтому действительно поняли, что намаз – это великое поклонение, и не было на этой земле ни одного пророка, который бы не молился, который бы не совершал намаз. Все пророки Аллаха, они совершали намаз, они совершали пятикратный намаз. Пятикратный намаз. Все они знали пятикратный намаз, и все они знали времена намаза. То есть все совпадало. Так ведь? На это указывает хадис, где, когда Джибриль, алейхиссалям, пришел к посланнику Аллаха два раза приходил и был имамом. Так ведь? Во время намазов. И когда Джибриль, алейхиссалям, научил пророка, саллаллаху временам намаза, он сказал: это намаз, с которым пришли на эту землю пророки, и время, соответственно, было тоже. Поэтому то же самое. Поэтому намаз. И намаз, машаллах, это такое великое поклонение, которое приносит с собой в нашу жизнь, как в мирскую, так и последующую вечную жизнь, очень много радости, очень много счастья. Поэтому многие мусульмане, мы их называем, иншаллах, мусульманами, да, Аллах пусть сам их рассудит. Многие люди, когда тянутся в ислам, они боятся намаза. Они говорят: вот у вас, у мусульман, все хорошо, но надо 5 раз молиться. Это же так тяжело. Действительно, это очень тяжело. И об этом Аллах говорит в Коране. И действительно, совершать намаз очень-очень тяжело, кроме тех, которые предались к Аллаху смиренно. То есть, если у кого есть искренность перед Аллахом, любовь к Аллаху, смиренность перед Его величием,
Для него совершать намаз – это радость, это счастье. Если у тебя иман здесь здоровый, любовь к Аллаху, если у тебя в сердце есть, машаллах, ты должен скучать по намазу, потому что ты должен ждать время намаза, потому что это еще раз дает тебе шанс, возможность встать перед кем? Субханаллах, перед Аллахом. Поговорить с кем? С Аллахом, Создателем. Поэтому намаз – это радость. Намаз – это дар Аллаха. И вот намаз, когда приходит в нашу жизнь, он еще приносит с собой очень много радости, очень много благ, очень много подарков. И никто не может перечислить все пользы, все радости от намаза. Никто. Поэтому Аллах Тааля сказал: «Вама тадри нафсун ма ухфият лахум мин куррати а'юнин джазаан бима кану ягмалун». И ни одна душа не может знать, не знает, какие услады очей, радости глаз Аллах скрыл для них как подарок, как воздаяние для них за то, что они совершали. То есть любое поклонение, от него очень много пользы. И все эти пользы мы не можем узнать. И поэтому намаз – это великое поклонение. И, машаллах, человек, который совершает искренний намаз, он получает столько радости, столько пользы, которую он даже не может знать, на который в Коране Аллах Тааля не упоминает, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам не говорил. Потому что Аллах сказал: не знает ни одна душа. Поэтому намаз, машаллах, в этом поклонении очень много пользы. И вот одна из польз, то, что внутри намаза есть до намаза, внутри и после намаза есть времена, когда, машаллах, и положение, когда Аллах принимает наши дуа. Когда наши дуа не оставляются без ответа. И вот какие дуа. Если взять до намаза, какое время мы можем сказать, связанные с намазом, который, машаллах, намаз нам приносит до намаза? Какое время, когда наши дуа принимаются? Между азаном и икаматом. Когда муазин завершил азан, и вот пока имам не встал на намазлык, и пока икамата не было, вот это благословенное время, когда наши дуа, иншаллах, они не возвращаются. И в сборниках имама Ахмада, Абу Дауда и Тирмизи нам передает Анас ибн Малик, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мольба мусульманина между азаном и икаматом не возвращается обратно к нему. То есть Аллах принимает его, поэтому молите Аллаха, взывайте к нему. Машаллах, это благословенное время, когда Аллах дает нам возможность просить у Аллаха, просить у Аллаха. И, к сожалению, мы очень часто не ценим это время. И даже когда заходишь в мечеть, кто-то там на телефоне играет, у него хушух полный там, хушух, он ушел туда, куда-то в этот мир онлайн, даже камет не может и не услышать. Некоторые там сидят, болтают. Поэтому, субханаллах, это то время, когда не надо болтать. Это то время, когда нужно посвятить Аллаху. Если ты оставил любимую женушку, жену оставил, детей оставил, братьев, коллег оставил, пришел сюда в мечеть, то не поддавайся наущениям шайтана. И телефон оставь, субханаллах. И другие вещи. Недавно, год назад, наверное, был такой случай. Вот там же арка есть. Туда прямо посредине сел один брат. Тогда еще его не знал. Видать, он недавно начал ходить. Выхожу, и он так сел, и вот так сидит, и никого не видит. Машаллах, там. Я думал, что за этот брат, наверное, медитацией, что ли, занимается, или там не мусульманин какой-то пришел в храм, что ли. Думал, что взял, подошел к нему. А я его с краю смотрел, он когда вот так сидит, и никого не видит, никого не слышит. Там у него столько хушуга. Он такой сидит.
Подхожу поближе, а тут телефон, оказывается. Он играет. Он не медитирует, альхамдулилля, но он играет. У него своя медитация, свой хушук. Он никого не видит. Он никого. Вот он, хушук наш. Поэтому, если ты пришел, оставил все, субханаллах, оставь и здесь. Телефон оставь, отключи. И некоторые, когда начинают звонить телефон, они думают, что вот нужно обязательно ответить на телефон. Кто-то туда убегает, раз, как будто там ему, я не знаю, или мать звонит, или президент звонит, да. Но ты пришел к Аллаху, оставь, субханаллах. Оставь все создания ради Создателя. Ради Создателя. Поэтому надо ценить это время. Не надо здесь болтать, не надо здесь отвлекаться. Субханаллах. Совершай, даже вот во время чтения 4 или 2 ракагатов сунны. Вы же можете даже внутри этого намаза дуа делать. Просить у Аллаха прощения. Вот как раз сейчас про это поговорим. Поэтому до намаза уже первый подарок, первый бонус. Что? Это время между азаном и икама. И если мусульманин будет ценить вот это время, это будет еще подготовительным процессом перед фарзом намаз. Потому что тебе скоро встать на фарз, тебе нужно сдавать экзамен, а у тебя в сердце до сих пор работа, до сих пор болтовня. Ты не можешь, еще половина намаза, еще пол намаза пройдет, пока ты войдешь внутрь намаза, если еще вообще войдешь. Очень часто мы перед салямом вспоминаем, когда дуа делаем, что мы на намазе. Поэтому это же еще подготавливает твое сердце с общением, к общению с Аллахом, субханаллах. Поэтому цените это время. Это не просто по сунне. В сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все на месте. Все с мудростью. Но мы это не ценим. Второй момент. Это уже внутри намаза. До намаза и внутри намаза. Это сердце намаза. Это самое ценное положение намаза. Это суджуд. Время суджуда. Самое ценное перед Аллахом. Когда раб находится в самом близком положении к Аллаху, как говорится в хадисе. И когда он близок к Аллаху, к Его милости, и вот он должен воспользоваться этим. И во время суджуда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас, учил нас не просто просить, а больше просить у Аллаха дуа. И как передает нам Абу Хурайра, радийаллаху анху, где посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что самое близкое положение раба к своему Господу фахуа саджид, это время его суджуда. Когда он, субханаллах, полниц перед Аллахом. Когда он вот эту горделивую лоб его свой, голову, он опустил ниже, чем свою заднюю часть тела. Его задняя часть тела выше, чем его голова. Перед кем? Только перед Аллахом. И вот в это время, машаллах, не надо ограничиваться словами. Это великие слова. Пусть Аллах простит меня. Это великие слова. Субхана раббил агля. Но, во-первых, нужно понимать величие этих слов, значение этих слов. А во-вторых, нельзя ограничиваться только этими словами. Потому что сунна пророка не ограничивает нас только этими словами. Машаллах, откройте книги зикров пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько молитв, сколько слов истигфара, мольбы, восхваления Аллаха во время суджуда, который использовал наш учитель, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис в сборнике имама Муслима. В другом хадисе, также в сборнике имама Муслима, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: во время рукуга и суджуда Аллах запретил мне читать Коран. Потому что ни рукуг, ни суджуд — это не время чтения Корана. Ты читаешь Коран, слова Аллаха, стоя. Ты стоишь перед ним смиренно и читаешь, слушаешь его. Но фааммар рукуг, посланник Аллаха сказал, но во время рукуга возвеличивайте Аллаха. Возвеличивайте. Субхана
причист, Роббия, Господь мой, Аль-Азим, величайший. Возвеличивайте Аллаха во время рукуга, а во время суджуда просите у Него. Делайте дуа, взывайте к Нему. И тогда Аллах ответит вам. Аллах ответит вам. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Вот поэтому, машаллах, это великое время, когда ты полнец перед Ним, ты должен просить. Если кому-нибудь из людей придет такое счастье, такая радость стать перед царем, перед президентом, который имеет некоторое количество возможностей, богатств, так ведь? Если ему дадут такую возможность и скажут, вот завтра у тебя прием у президента республики, там, президента федерации, да, страны, или у царя какой-то страны, человек, что он будет делать? Он скажет, ладно, придет время, зайду, что, не впервой, да? Нет, он будет переживать. Он ночью спать не сможет, у него целая ночь будет тахаджуд, но не знаю перед кем, так ведь? Он будет думать, а что же он ему скажет, а как он зайдет туда, а что он оденет, наденет, да? Особенно если женщина уж только про это, наверное, будет думать, да? А что она наденет, да? Что он наденет? Он 3 раза, наверное, гусуль возьмет. Он там самые дорогие духи возьмет, так ведь? Он будет переживать, чтобы вот то время, которое ему уделит президент, царь, да, чтобы он не тратил зря, не потратил зря. Он будет готовить речь, как он поздоровается, как он улыбнется, какие он слова, предложения будет все записывать, что он скажет, о чем он не будет говорить. И это перед кем? Перед рабом. А Аллах, Создатель небес и земли, Он сколько раз в день дает нам возможность приема, да? Машаллах. Когда мы встаем, даже иногда не выходя из дома, мы встаем перед Ним, и Аллах дает нам возможность спрашивать у Него, но мы не ценим эти времена. Вот ты дошел, ты поздоровался, начало намаза, ты послушал Его слова, возвеличил Его во время рукуга, встал, и вот ты уже во время суджуда, ты в суджуде, и, субханаллах, быстро говоришь 3 раза «Субхана Раббил А'ля». Но если уж не очень, как бы, когда не спешишь, 5 раз, может быть, скажешь, 7 раз, и все, ты выходишь с этого положения. Субханаллах. Вот так мы недооцениваем это время. Некоторые годами совершают намаз. Сколько в день суджудов делают, да, но кроме вот этих слов «Субхана Раббил А'ля» других слов не знают. Они даже вот, если спросить у него, спросите у себя, знаете вы значение, перевод этих слов? Что вы говорите Аллаху, когда вы перед Ним? А Его же нельзя обмануть. Поэтому это наша слабость. А ведь в книгах зикров, мольбы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим столько дуа, столько зикров, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, восхвалял Аллаха, благодарил Аллаха, машаллах, возвеличивал Аллаха во время суджуда, просил у Него прощения. И вот один из этих слов мольбы во время суджуда, который говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сборнике имама Муслима: «Аллахумма гфирли занби кулля». О Аллах, прости мне занби кулля, все мои грехи. Мы же грешные, субханаллах. Мы же грешные. Неужели у нас нет грехов? Неужели мы не понимаем, что мы должны просить у Него прощения? Аллахумма гфирли занби кулля. О Аллах, прости мне все мои грехи. Диккаху ва джилля. Малые грехи и большие грехи. Ва ауаляху ва ахира. Мои первые грехи и последние грехи. Ва аляниятаху ва сирра. Мои явные грехи, которые видны, и мои тайные грехи. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Поэтому эти дуа надо учить. И надо просить во время суджуда. Во время суджуда надо просить у Аллаха. Фа'акфиру фиха дуа. Поэтому посланник Аллаха сказал: не просите, а больше просите у Аллаха
во время суджуда. Это первый момент, внутри. И третий момент при завершении намаза. При завершении намаза, когда человек совершил все обязанности перед Аллахом, все условия, когда он дошел до последнего ташахуда, когда он уже сел последний раз, когда восхвалил Аллаха, то есть ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-таибат, это все восхваление Аллаха, так ведь? Когда он попросил благословения Аллаха за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот тогда наступает время, когда мы можем обратиться к Аллаху и попросить у Аллаха за нас, за себя. Однажды Абдулла ибн Мас'уд, когда совершал намаз, рядом с ним находились Абу Бакр и Умар. Ну, быть может, он совершал дополнительный какой-то намаз, и рядом с ним сидели пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр и Умар. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Ибн Мас'уд говорит, когда я сел, я начал свои слова восхвалением, словами восхваления Аллаха. То есть ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-таибат. Затем я попросил дуа, салават за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. Это самый лучший вид салавата. И после этих слов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который сидел с Абу Бакром и Умаром, он тихо сказал мне: «Саль тугта», проси, и тогда Аллах даст тебе. Проси, тогда Аллах даст тебе. Этот хадис, сборник имам Ахмада, Тирмизи, Ан-Насаи. То есть посланник Аллаха научил его в это время что? Просить у Аллаха. Потому что он восхвалил Аллаха, он сделал салават за пророка, и все, пришло время, когда нужно просить. И поэтому он сказал: «Саль», проси, и Аллах даст тебе. Проси, и Аллах даст тебе. А другой момент, также был момент во время пророка, саллаллаху алейхи, этот момент рассказывает нам Фудаль ибн Губайд. Однажды пророк, саллаллаху алейхи, услышал, как один из подвижников в завершении намаза, по завершении намаза, он начал просить для себя, но забыл поблагодарить, восхвалить Всевышнего Аллаха и забыл попросить салават, благословение Аллаха за пророка, саллаллаху алейхи. И он еще находился внутри намаза, то есть он сел и сразу начал просить для себя, делать дуа. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал: о молящийся, ты поспешил. О молящийся, ты поспешил. То есть он поспешил. Он не восхвалил Аллаха, не поблагодарил Аллаха и не сказал слова салавата. И потом он научил, посланник Аллаха научил сподвижников, как же просить у Аллаха. То есть он сказал: сначала вы должны восхвалить Аллаха, даже когда мы просто помимо намаза, субханаллах, научитесь, перед тем, как просить у Аллаха, нужно сказать слова восхваления. Альхамдулиллах, альхамдулиллах. О Аллах, я благодарен тебе за твои блага. Хвала Аллаху, субханаллах, альхамдулиллах. Так ведь? Потом вассаляту вассаляму аля расулиллах. Права, не забудьте права пророка, а потом только мы имеем право просить. И вот так же внутри намаза. Субханаллах, ты дошел до финиша. Каям, рукух, суджуд, все ты сделал ради Аллаха. И иншаллах, если ты все это сделал правильно, если ты все это сделал в смирении и искренне, пришел момент, когда Аллах доволен тобой. И ты при завершении намаза говоришь: ат-тахияту, слова приветствий, вассалавату, мои мольбы, молитвы, ват-таибат, все мои благие дела, лиллях, Аллаху. То есть все, ты восхваляешь Аллаха. Ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду ан Мухаммадан абдуху ва расулю. Самые великие слова, слова свидетельства. Потом салават, самый великий вид салавата внутри намаза. И все, пришло время, и ты делаешь салям. Все, выходишь. Все, упустил время. Поэтому нельзя упускать. Вот это время дуа. Ты должен просить. Но, к сожалению,
многие молящиеся, они просят только словами «Раббана атина фид дунья». Но это великие слова, но откройте книги молитв пророка, саллаллаху, и вы увидите там очень много видов мольбы. И даже при завершении уж хочу сказать, даже многие ученые, современные ученые говорят, что во время суджуда и во время при завершении намаза, до саляма, до слов приветствия, когда ты еще внутри намаза, можно просить у Аллаха на своем языке, своими словами. Ну, есть там некоторые разногласия, но многие ученые говорят, можно. Поэтому как человеку удобно. Кто-то на татарском языке, кто-то на русском, кто-то на узбекском, кто-то на таджикском языке может просить у Аллаха во время суджуда и при завершении намаза до слов приветствия. Но некоторые ученые говорят, что лучше, может быть, во время фарза этого не делать. Почему? Потому что, чтобы человек не ушел куда-то и не стал пренебрегать своим фарз-намазом. Но многие ученые говорят, даже во время нет разницы между фарзом и сунной, особенно во время тахаджуда. Поэтому вот как раз между азаном и камет, когда совершаете 4 ракагата, быстро-быстро, чтобы не совершали, субханаллах, во время суджуда просите у Аллаха. При завершении намаза просите у Аллаха. Это же милость Аллаха, подарок, который Аллах нам дает, а мы это не используем. Но у нас остался хадж. Несколько моментов во время хаджа, это уже на следующем уроке. Джазакумуллаху хайран. Субханакаллахума бихамди. Шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.